Слово для выступления предоставляется третьему лицу, полномочному представителю президента и Кабинета министров Кыргызской Республики Джусупову Медеру Кеңешевичу. Пожалуйста, прошу вас пройти к трибуне. Уважаемые Тюрага, уважаемые судьи Конституционного суда, рассмотрев ходатайство граждан Ахматова и Дастана Даллабаевича Бекешева о проверке соответствия пункта 54.1 правила государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них, утвержденных постановлением правительства от 23 июня 2017 года за номером 407, частям 1 и 2 статьи 15, части 3 статьи 23, статьям 40 и 41, частям 1 и 2 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Считаем и полагаем, что вышеуказанный пункт не противоречит Конституции и тем положениям, которые будут озвучены сейчас. Что прописано в 54-м пункте? Запрещается замена кузова на транспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления. Заявители считают, что владельцы транспортных средств с левосторонним расположением рулевого управления имеют возможность замены кузова в силу оспариваемой нормы замены кузова на транспортные средства с правосторонним расположением рулевого содержания запрещено. Такое обстоятельство ставит владельцев транспортных средств с различным расположением рулевого содержания в неравное положение по имущественному признаку, и тем самым, по мнению субъекта обращения, нарушаются конституционные принципы дискриминации и равенства всех перед законом и судом. Рассмотрев представленное ходатайство, полагаем, что доводы заявителя о несоответствии пункта 54.1 правила государственной регистрации является необоснованным и по последующим основаниям. Согласно частям 1 и 2 статьи 15 Конституции, установлено, что в Кыргызстане в равной степени признаются и защищается частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Собственность неприкосновенна, никто не может быть произвольно лишен своего имущества, право наследования гарантируется. Частями 1 и 2 статьи 6 Конституции установлено, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызской Республике. Конституционные законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции. Так, приоритетность положений Конституции состоит в самой верхушке иерархической ступени законодательства. В исполнении и на основании Конституции принимаются специализированные нормативно-правовые акты, посредством которых осуществляется реализация прямого воздействия на общественные отношения. Статьей 222 Гражданского кодекса предусмотрено, что право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом. Собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Право владения представляет собой юридическую обеспеченную возможность осуществлять фактическое обладание имуществом. Право распоряжения представляет собой юридическую обеспеченность, возможность определять юридическую судьбу имущества. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. Статьей 223 Гражданского кодекса также указано, что имущество может находиться в собственности граждан, в собственности юридических лиц,
государства, а также органов местного самоуправления. Также признаются и частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, владение и пользование и распоряжение им в зависимости от того, находится имущество в собственности гражданина, юридического лица или государства, могут устанавливаться лишь законом. Право всех собственников защищается равным образом. В соответствии с частями 5 и 6 статьи 21 Закона о дорожном движении в Кыргызской Республике на дорогах Кыргызской Республики устанавливается однозначно правостороннее движение транспортных средств. Запрещается ввоз транспортного средства с правосторонним расположением рулевого управления для регистрации, допуска к эксплуатации и участия в дорожном движении на территории Кыргызстана. За исключением транспортных средств, которые определяет правительство, это спецтехника, техника, которая занимается автокраны и используется в хозяйстве. При этом, согласно статье 3 закона, основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения является приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности. Оспариваемой нормой 17 августа 2021 года Кабинетом министров были внесены дополнения в вышеуказанные правила в части запрещения замены кузова на транспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления. Считаю и отмечаю, что указанные правила устанавливают единый порядок на всей территории Кыргызской Республики. Порядок государственной регистрации, перерегистрации автотранспортных средств, самоходных технологических машин, тракторов, стационарных технологических установок и оборудования и внесение изменений в регистрационные данные транспортных средств. Одновременно Кабмином были внесены изменения в названные правила в редакции постановления Кабинета министров от 17 августа 2021 года, что в отдельных случаях по заявлению граждан и организаций межведомственная комиссия из представителя уполномоченного органа по безопасности дорожного движения, а также органа по реализации государственной политики в области архивного дела, регистрация населения автотранспортных средств, специальных технологических машин, водительского состава, актов гражданского состояния, может рассмотреть и вынести заключение о регистрации ранее выбранных транспортных средств, за исключением транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления. Следовательно, считаем, что в обозначенном решении Кабинета министров не идет речь о произвольном лишении имущества либо права собственности. В этой связи полагаем, что пункт 54.1 правила госрегистрации не противоречит частям 1 и 2 статьи 15 Конституции Кыргызской Республики. Далее. Согласно части 3 статьи 23 Конституции запрещается принятие подзаконно нормативно-правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина. Однако следует отметить, что согласно части 2 статьи 23 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, населения, защиты прав и тому подобное. Частями 1 и 2 статьи 6 Конституции, кроме того, установлено, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на территории Кыргызской Республики. Конституционные законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции.
Так, вместе с тем, статьей 6 Закона Кыргызской Республики о нормативно-правовых актах определена иерархия нормативно-правовых актов. И установлено, что нормативно-правовой акт не должен противоречить нормативно-правовому акту, имеющему по сравнению с ним более высокую юридическую силу. Статьей 4 Закона установлено, что закон – это нормативно-правовой акт, принимаемый Джоркинешем в установленном порядке. Постановление это принимается правительством. Тоже является нормативно-правовым актом, который принимается правительством на основе во исполнения нормативно-правовых актов, имеющих более высокую юридическую силу, соответствующих требованиям, указанным в статье. Статья 14 Закона Кыргызской Республики о дорожном движении определены основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при изготовлении и реализации транспортных средств, их составных частей, предметов дополнительного оборудования и внесенные изменения в конструкцию зарегистрированных транспортных средств, в том числе в конструкцию их составных частей. Предметом дополнительного оборудования, запасных частей, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, должны соответствовать требованиям техрегламента. Кроме того, по данным уполномоченных государственных органов, необходимостью внедрения указанного ограничения послужил тот факт, что Кыргызстан присоединился к конвенции, о котором уже говорилась речь, о конвенции о дорожном движении, в рамках которой в Кыргызстане с 2015 года было установлено правостороннее движение, то есть оно было присоединено и с 2015 официально принято. Далее, в соответствии со статьей 51 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, единые обязательные требования к продукции устанавливаются в технических регламентах ЕАЭС и имеют прямое действие на территории государств-членов ЕАЭС. На территории Кыргызстана с 12 февраля 2016 года действует технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, устанавливающий требования к колесным транспортным средствам, независимо от места их изготовления, при их выпуске, в обращении и нахождении в эксплуатации на единой таможенной территории и в обращении единичных транспортных средств. В соответствии с техническим регламентом транспортные средства допускаются к обращению на рынок при их соответствии техрегламенту, соответствует пунктам 7 главы 3. Пунктом 19 главы 4 техрегламента запрещается выпуск в обращение транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления определенных категорий. В ходе предварительной технической экспертизы удостоверяется о том, что после внесения изменений в конструкцию транспортного средства сохранится его соответствие требованиям технического регламента. Исходя из этого, считаем, что изготовленные, эксплуатируемые и переоборудованные транспортные средства должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Из совокупного рассмотрения вышеприведенных законодательных норм следует, что в целях охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав и законных интересов, а также защиты интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, Кабинетом министров с учетом введенного законодательным запрета имеет конституционные полномочия по ограничению прав на регистрацию транспортного средства с правосторонним расположением рулевого управления, замененным кузовом. И эти действия соответствуют и соразмерны целям, указанным в законе о дорожном движении в Кыргызской Республике.
Согласно статьям 40 и 41 Конституции, каждый имеет право на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, а также результатами своей деятельности. Каждый имеет право на экономическую свободу, свободное использование своих способностей и своего имущества для любой экономической деятельности, не запрещенной законом. Хотелось бы также отметить, что согласно статьям 222 и 223 Гражданского кодекса, которым определили понятие содержания права собственности, а также субъект права собственности. Принимая во внимание, что оспариваемое положение правил запрещает замену кузова на территории на транспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, имея своей целью обеспечение безопасности правостороннего дорожного движения на территории Кыргызстана, полагаем, что пункт 54.1 рассматриваемых правил не противоречит статьям 40 и 41 Конституции. Кроме того, в дополнение к ходатайству граждан Ахматова и Бекешева было указано, что пункт 54.1 правила противоречит частям 1 и 2 статьи 24 Конституции. Согласно этим статьи 24, Крымская республика обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории, под ее защиту их прав и свобод. Согласно части 4 статьи 24 не является дискриминацией специальные меры, установленные законом и направленные на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с международными обязательствами. Данная оспариваемая норма была внесена постановлением Кабинета министров о внесении изменений в постановление правительства о вопросах регистрации транспортных средств, установок и оборудования от 23 июня 2017 года, а также от 17 августа 2021 года за номером 138. Указанные изменения были внесены с целью обеспечения общественной безопасности при эксплуатации транспортных средств на автомобильных дорогах. Нормой запрещается ввоз транспортного средства с правосторонним расположением рулевого управления для регистрации, допуска и эксплуатации участия в дорожном движении на территории Кыргызской Республики, за исключением транспортных средств, которые обслуживаются в сельском хозяйстве, строительстве и тому подобное. Считаем, что введенное ограничение является специальной мерой, установленной законом и направленной на обеспечение безопасности на дорогах в соответствии с международными обязательствами и стандартами. Также, согласно информации уполномоченного органа в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава, из-за ранее сложившейся сложной ситуации в стране, практически не контролировался ввоз автотранспортных средств, приспособленных к левостороннему дорожному движению с правосторонним расположением рулевого управления, которые впоследствии стали приводить к значительным нарушениям правил дорожного движения, что фактически привело к ухудшению ситуации с дорожно-транспортными происшествиями в республике. Учитывая сложившуюся ситуацию, в 2015 году был введен запрет на ввоз транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления для регистрации, допуска к эксплуатации и участия в дорожном движении на территории республики, за исключением, опять-таки, те виды транспорта, которые используются в сельском хозяйстве, строительстве дорог и тому подобное. В то же время на тот момент запрет не распространялся на ввоз номерных узлов и агрегатов указанных автотранспортных средств. С учетом этого пробела в законодательстве
Ранее до принятия вышеуказанного постановления Кабмином граждане беспрепятственно ввозились автотранспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления в качестве запасных частей или комплектующих из стран, в которых разрешены автотранспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления. То есть, воспользовавшись пунктами 51, 54, которым разрешалась замена кузова, фактически вносили данные нового автотранспортного средства в регистрационные документы старого автотранспортного средства и продолжали их эксплуатацию. Принимая во внимание, что движимое имущество в виде транспортного средства является источником повышенной опасности, владение и пользование и распоряжение им требует дополнительного регулирования, в том числе ограничительного характера. Полагаем, что оспариваемая норма не противоречит статье 24 Конституции, которая была указана в ходатайстве. Учитывая вышеизложенное, полагаем, что положение пункта 54.1 правила госрегистрации не противоречит вышеуказанным статьям Конституции Кыргызской Республики. Кроме того, если можно, нет определенно конкретно такой статистики, но я вот взял тоже с открытых источников информацию, количество дорожно-транспортных происшествий, несмотря на то, что да, фактически снижается, но она имеет определенно большую смертность именно с автомобилями, с правосторонним движением управления. Дело в том, что те же такси, те же автомобили, которые ездят в ВОЖ, они все время правостороннее движение, все это понятно. И понятно, что это тот 54 пункт, именно тот люфт, через который можно было это без конца и без конца продолжаться, и это бы движение никогда не закончилось. Кроме того, я выяснил следующие моменты, что на те автомобили, которые производятся в Японии, которые приходят к нам из разных стран, практически это вот Toyota, Nissan я посмотрел, Honda. Каждый год, допустим, в прошлом году была отзывная кампания, они Toyota практически 2,4 миллиона автомобилей отзывала. То есть я посмотрел в интернет, автомобиль состоит от 35 до 50 тысяч запасных частей, то есть чтобы его собрать. И если уж заводы-производители вынуждены практически каждый второй год отзывать новые автомобили, но на доработку, разве в кустарных цехах или как-то можно будет производить? Все это делается, я считаю, в первую очередь с целью безопасности населения, это в первую очередь. Ну и правильно сказали, что я думаю, что это со временем они должны сойти на нет, и правило должно быть единым. Раз в законе принято, что у нас правостороннее движение, то так и должно быть. Спасибо. Спасибо, Готов Медель ответить на вопрос. Кеңешевич. Спасибо.